можно сказать, раз в полгода, видимо, какое-то идет финансирование, начинается здесь такое движение, траву косят, мешки вывозят, что-то завозят, какой-то процесс начинается, и потом раз заканчивается. Знаете, так вот смешно получается, приходят, не сделали, там прошло полгода, год, что-то там заржавело, испортилось, открутили, убрали, прикрутили там что-то другое новое. Вот как будто бы эти деньги, ну, на ветер выбрасываются. Единственный детский сад в поселке Крымских татар назвать крымско-татарским названием. Я думаю, что для власти это будет своего рода как дань уважения местному населению. Если 90% в детском саду будут крымско-татарские дети, даже не 90, пусть будет 50%, я думаю, закон о государственном языке должен работать. Я думаю, в рамках этого закона должны быть крымско-татарские группы. В 99% населения здесь крымских татар. Хотелось бы, чтобы название было наше, конечно. Это правильно. И группы, конечно, на крымско-татарском языке, чтобы были. Эмде белкім дала қызмет бұл бала бақшасына крым татарады берілсе, башқа малелер бізге бақып белкімде талап етіп олур крым татар адларына. Если мы живем в местах компактного проживания крымских татар, то все должно быть здесь на татарском языке. Наши дети должны немножко хоть помнить свой язык.